Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что происходит в его жизни, что происходит в его доме. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь лично к нему и задайте ему такой вопрос. Что происходит в твоей жизни, что происходит в твоем доме? И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, но сейчас я скажу, для кого подходит эта отсыпочка. Эта отсыпка подходит для тех, кто общается, встречается с мужчиной, который не свободен, либо мужчина, который с вами, ну, прям на расстоянии находится, да, живете вы разными домами, не в одном доме живете, потому что здесь четко показали, что он о вас постоянно думает, мечтает, и вот прям каждой клеточкой своего тела, своей души, своего сердечка стремится к вам. Но есть серьезные проблемы на пути к вам, либо его кто-то очень сильно держит, да? Держит, не позволяет двинуться в вашу сторону. То есть, если вы загадали на мужа, с кем вы вместе проживаете, если вы загадали на парня, с кем вы вместе в одном доме живете, это не ваша отсыпка. Здесь либо женат, либо вы живете разными домами, причем далеко друг от друга. Чтобы вы время свое не тратили, да, вот вы должны знать. Так, мои хорошие, ну давайте пойдем по порядку. Что происходит в его жизни? Тяжело ему, очень тяжело. Прям как-то много всего навалилось. Такое впечатление, что он за все и сразу отвечает. Либо его выбрали, знаете, этим мальчиком для битья, козлом отпущения. Я не хочу обидеть вашего мужчину. Это просто, знаете, как-то поговорка, да? Козел отпущения. Прям все на него свалили, прямо запрягли его в огромную такую телегу с бедами, с проблемами, с неприятностями, да, еще и плеткой бьют, погоняют, давай вези скорее. Мужчина, конечно, выносливый, он и не в таких передрягах бывал, но тем не менее, понимаете, когда раньше он сталкивался с чем-то тяжелым, ему было легко. Легко, он там сильно не переживал, не заморачивался. А тут вот четко читается безумная тоска, скучает очень сильно по вам и вот прям молится о том, чтобы вас хотя бы еще раз увидеть. Ну, либо получить такую возможность, чтобы быть с вами вместе. Да. Тяжело. Мужчине очень-очень сильно тяжело. Еще вижу, что как-то здоровье его либо пострадало, либо страдает. Может быть, он нездоров, может быть, у него какие-то травмы произошли. Но вот как-то со здоровьем, узкое место у него здоровья. Да, тяжело. И вроде как, знаете, люди его окружают, но все люди, во-первых, в масках, а во-вторых, все люди вот такие, знаете, шкурные, эгоисты и жестокие. Вот какая-то жестокость чувствуется. Знаете, как каждый пытается его там боднуть, шпильнуть, ударить, укусить. Если честно, очень похоже на места не столь отдаленные, да, как будто бы мужчина в заключении среди уголовников находится. Но, может быть, это и семья такая у человека, да, когда в семье просто как в стае диких зверей, да, вот такое отношение идет. Не семья, а стая, да.
И так может отыграться. Если мужчина женат и живет с другой женщиной, здесь вот четко абьюз идет со стороны женщины, то есть она себе может позволить все и даже больше. При этом мужчина это все терпит, потому что явно чувствуется давление и шантаж. Давление и шантаж. И еще выходят такие знаки, которые можно считать как магическое воздействие, причем неоднократное. То есть, возможно, эта женщина его магией удерживает около себя, ну, либо она его поработила, да, посредством магии. Тяжело, очень тяжело и очень плохо. Любви там никогда не было и нет. Там, скорее всего, брак был такой случайный, по расчету, по залету. Да, и я правильно сказала, сначала был расчет, женщина присмотрелась, такая, неплохой мужчина, да, надо брать. И вот как-то его там, знаете, напоила, одурманила, типа с ним переспала. Вот все, я беременна. Может быть, она и не беременна была, но ему точно сказала, что беременна. То есть по обману на себе женила. Ну и понятно тогда, почему магия видна, потому что пыталась всеми силами его около себя удержать. В общем, тяжелый случай. Если мужчина живет, допустим, с родителями, да, в родительском доме, в семье, то он почему-то как самый виновный, нелюбимый сын. То есть, если что-то случится, его всегда винят в этом. Если что-то надо, его всегда заставляют делать. Либо говорят, это твоя обязанность. Но самое лучшее достается, например, другим детям. А его вот любовь родителей, какие-то хорошие поступки от родителей стороной обходит. Может быть, он вырос в приемной семье, а может быть, ему мама не родная. Либо такая мама, которая там одного ребенка любит, другого нет. Его не любит в частности. И если он даже живет в родительской семье, мать, либо названная мать, могла также применять магию, чтобы сделать его покорным, послушным. И вот в идеале она хотела видеть его рабом, чтобы он там ни личной жизни не имел, чтобы у него там никаких интересов не было, чтобы вот он работал на нее, там, на ее других детей, да, вот как служкой был. Жалко прям этого мужчину становится. Я вот не пойму, за что ему такая судьба. Знаете, очень хочется посмотреть, за что ему дана такая тяжелая судьба. Почему? Зачем ему такая тяжелая жизнь? Просто так это не бывает, да, беспричинно. Почему мужчина так тяжело живет? Почему судьба такая тяжелая и страшная? Сразу медла вышла. Вы как хотите, но здесь семья, дерево, да, это карма рода. То ли он в прошлой жизни очень сильно провинился, нагрешил, но то ли он действительно мальчик для битья, козел отпущения, за весь род лямку тянет. Хорошо, это как-нибудь исправится? Да, исправится. Исправится, точно исправится, но на это время должно уйти. Да, когда мужчина станет более мудрым, либо более будет на себя ориентирован, да, на свою жизнь, вот этих недобрых людей раскусит, запретит им над собой издеваться, он стабильность обретет. Соответственно, карму рода, я так понимаю, пройдет. Да, у него какая-то кармическая отработка, кармическая задача. Тут еще очень странные картинки в самом венце. Смотрите, журавль, видите, вот он, журавль, и заяц. Вот он, видите, мордочка, уши, заяц сидит. И это прямо в венце. И месяц светит сверху, месяц. Знаете, мои хорошие, либо в следующем месяце, либо через месяц у мужчины будет шанс дернуть за вот этот рычаг и жизнь свою поменять. Либо он свою мечту исполнит и к вам приедет, с вами будет, да, там с женой разведется, либо родителей на 3 буквы пошлет,
либо он испугается и так вот и дальше будет жить до следующей возможности. Но следующая возможность уже будет через год, либо ровно через год. Да, вот день-день, час в час. Вот дернет он за вот эту палку, за этот рычаг, и жизнь свою поменяет, если не испугается. Но рычаг очень близко к зайцу находится. То есть, возможно, у него уже была возможность все поменять, а он испугался, не смог. Ну а журавль — это мечта. Мечта жизнь свою поменять. Мечта в семье быть с любимой женщиной, то есть с вами. Но вы хотите верьте, хотите нет, но судя по этим рисункам, вы любовь всей его жизни. То есть так как вас, он никого никогда и не любил, и более никогда не полюбит. Только вы. Вы и только вы. А еще я вижу, что вы ему даны по судьбе как обещанный подарок, либо обещанное счастье. То есть он-то головой понимает, что только с вами он может быть счастливым, что только вас он любит. Но для того, чтобы быть с вами, нужно действительно жизнь свою поменять. Выйти за рамки той жизни, в которой он находится, выйти за рамки своих страхов и действительно на что-то решиться. Я вам так, мои хорошие, скажу. Впереди у этого мужчины очень тяжелые дни. Прям очень тяжелые. И в физическом плане, и в эмоциональном. У него тут такое напряжение. Больше, чем, я не знаю, там 10 тысяч вольт, наверное. Да. Да, самое страшное еще впереди. Но он это переживет. И выбор он свой сделает. Каким будет этот выбор, я не скажу. Песок не показал. Видите, мы останавливаемся на моменте выбора. Выбор в его руках. Если вы с ним общаетесь, вы можете его поддержать. Вы можете его, знаете, как вдохновить, да, на этот выбор. Это не значит, что вы должны его там просить, умолять, унижаться. Нет, вы его должны вдохновить. Расскажите ему о своих чувствах, расскажите о своих мечтах, вот быть с ним, там, нарожать ему детей, готовить ему там сырнички, там, какую-нибудь вкусняшечку, обниматься, целоваться. Расскажите об этом, вдохновите его, вы ему здорово поможете. И будем надеяться, держать кулачки, что в этот раз выбор он сделает правильно. Мужчину, правда, жалко, и вас, кстати, тоже жалко, ведь вы тоже его любите. Он крепко запал в ваше сердце. Хоть и долго вы как-то его там, не знаю, отбрасывали, либо в друзьях держали, но все равно в сердечко он ваше просочился. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. За мужчину держите кулачки, ну и вдохновляйте его. И даст Бог, он сделает правильный выбор. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.